Валейкум салам. Пожалуйста. Ахмед Яндиев наконец-то дождался своей очереди. Он давно планировал попасть на прием главе администрации Малгобекского района. Дело в том, что мужчина работает учителем по физической культуре в средней школе номер 23 селения Инарки. По его словам, образовательное учреждение было построено еще в 20-х годах прошлого века и на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. Учебный корпус, школа. Бог без сам учитель физической культуры. Yok diyor ona, ezda штукатурка diyor, сытвица diyor, getirdi. En iyi diyor ona diye. Аварийном состоянии эта школа. Так учитель, хайвашля доли, а что это уже директор, ди коллектив, да, учитель, ди коллектив. Что вашля доли, вен школ е ал. С 23 школ ремонт теж должен до хамды, а что ход правительство доход жмети. Хватит программа ехта, и цена федеральная программа ехта сюда район низиция, венизиция, а мы должен дать их. Школы еги, но именно с 23 школы вот сам программа Только за пару часов Малгобекской районной администрации успели принять несколько десятков человек. Все они приходят с различными, но в основном социальными проблемами. Радимхан Машхоева уже более 40 лет работает учительницей начальных классов в селении Сагапши. К тому же она почетный работник Российской Федерации и ветеран труда. За все эти заслуги ей уже давно обещают улучшить жилищные условия. Сейчас недавно говорили, что в сентябре будет решаться вот этот вопрос, что будут вам помощь, оказывается. И приходили, комиссия приходила 2-3 раза, сфотографировали этот дом, сказали, что это вообще ветхий дом, и вам будут помощь оказывать, как сельский специалист. Но до сих пор я хотела попросить, даже и вас, чтобы вы хотя бы решили вот этот вопрос. Ваш вопрос мы по компетенции перенаправим в Министерство сельского хозяйства. Они курируют этот вопрос. Мы, в принципе, не сможем вам дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы ситуация эта сдвинулась, учитывая, что вы уже официально по этому поводу обратились. Наше содействие в рамках наших возможностей и компетенций будет 100% использовано. Результат мы вам письменно представим по этому вопросу. Получив ответы на интересующие их вопросы, жители спешат поблагодарить главу администрации за уделенное им время. Довольны ли вы? Да, довольны. Они сказали, что в 2019 году нам построят, вообще в селе построят новую школу, детский садик. Вот, это меня сильно обрадовало. Очень добродушно принял, очень такой хороший человек. Сказали, что вопрос будет решен насчет сельского специалиста. А вы впервые обращаетесь? Я впервые. 40 лет работаю в школе и впервые обратилась сейчас. Может, сейчас у меня что-то получится. Глава администрации Малгобекского района Хамзат Даутмурзиев совсем недавно занял эту должность, но уже прекрасно осведомлен об основных проблемах жителей каждого села. Любые вопросы, которые в нашей компетенции, мы решаем на месте. Есть вопросы, которые мы принимаем к сведению, потом будем реагировать на них. В общем, в целом работа идет. По предыдущим годам мне давали информацию, такой активности не было, как сегодня. Наверное, вопросы накопились. Но пытаемся быстро ответить, не задерживать людей. В общем, работа идет так достаточно плодотворно. Прием продолжился до 8 часов вечера. Сотни обратившихся и десятки решенных на месте вопросов. И это только в одном Малгобекском районе. Это и есть главная цель Всероссийского дня приема граждан, чтобы каждый вопрос был услышан и не остался без ответа. Пока родители пытаются решить важные вопросы, их детишки могут весело провести время в специально обустроенной комнате для ребенка. Микаэл Тангиев, Тимур Ужахов, Новости 24.